Салям алейкум, достларам! Добро пожаловать на очередной выпуск вашего любимого кулинарного шоу «Храм-Татар Емеклера». Мы приветствуем вас блюдом таким утренним под названием дёрт кесме. Он вообще существует в нескольких вариациях. Есть дёрт кесме, есть дёрт кескен. Мы сегодня приготовим оба варианта. Один сладкий, другой соленый. Начинаем сразу с того, что будем замешивать тесто. Тесто нам нужно одно и то же, что туда, что туда. Что в дёрт кескен, что в дёрт кесме. Поэтому сначала замешаем тесто. Классический вариант. Нам понадобится около 200 грамм воды на полкилограмма муки. Я это примерно на глаз делаю. Окей, воду влили. Начинаем потихонечку размешивать. Сейчас еще соль добавим в тесто. И будем добавлять муку по мере того, как будет формироваться наше тесто. Оно нам нужно не очень тугое. Ну и, в общем, вымешивайте его около 7-8 минут. Это среднее такое время. Будет хорошее тесто, как раз то, что нам нужно. Что я могу сказать об этом блюде? Мена, бетам, естественно. Тот человек, с которого, собственно, начинали все мои кулинарные познания, она готовила это блюдо на обед, чаще всего. И это как это было? Я где-то носился по улице, а она уже звала меня, или отец звал меня. И я прибегал в дом, наполненный ароматом этого чудесного блюда. Дёрт кесме, я да дёрт кескен. Когда как. И я обожал его с каким-нибудь хошавом. Айвовым. Мой любимый хошав айвовый все-таки. И вот эти замечательные конвертики, дымящиеся, ароматные. Вот. Достлар, короче. Давайте так. Когда у нас получится, если у нас получится хорошо, я вам обязательно продемонстрирую. Это невероятно простое, но очень своеобразное такое вкусное блюдо. Так, размешиваем. Добавляем муку. И соль. Соль одну щепотку буквально. Много не нужно. Все-таки у нас будет и сладкий вариант, поэтому с солью перебарщивать не нужно. Все, добавили соль тоже в тесто. И вымешиваем, вымешиваем, вымешиваем. Нам нужно более-менее упругое, эластичное тесто в конце получиться у нас должно. Сначала сделаем это ложкой, но потом я туда рукой обязательно. Мне очень нравится вымешивать тесто. Я это всегда говорю. И в этот раз повторю в очередной раз. Вымешивать тесто для меня это какой-то, не знаю, особенный ритуал. Сейчас замесим тесто, покажем его, каким оно получилось, и отложим его на 15 минут, будем готовить начинку. Сегодня начинка у нас из творога, ырымчык. И туда мы будем добавлять творог, но одна начинка у нас будет сладкая, просто с сахаром, а вторая будет с зеленью, она будет соленая. Будет у нас два варианта покажем сегодня. Дёрт кесме, что это? 4 обреза, 4 среза, да, можно сказать. Потому что в итоге получается такой конвертик. Что-то типа чебурека, но квадратной формы. Тесто мы вымесили в положенное время. Руки, соответственно, конечно же, помыли. Сейчас накроем тряпочкой и уберем его отдыхать на 15 минут. А пока за это время приготовим начинку нашу. Так. Лучше вот так. Хорошо. Пока на отдых. Достлар, все просто. У нас ырымчык, творог. Что мы делаем? Мы берем одно яйцо, разбиваем внутрь. Так, с желтком, с белком, все, полностью все яйцо туда внутрь отправляется. Хорошо. И первую начинку сделаем сладкую, с сахаром. Берем, наверное, около 2 столовых ложек сахара, добавляем.
даже еще чуть-чуть. Добавляем в творог и размешиваем. И вуаля! Все. Одна первая начинка у нас готова. То есть, если вы хотите приготовить исключительно сладкие дёртки сме, это все, что вам нужно. Замешали тесто и замешали начинку. Яйцо, творог, сахар. Очень просто и очень вкусно. Хорошенько размешиваем и откладываем. Первая начинка у нас готова. Так. Ага. Да. Яйцо у нас полностью размешалось. Теперь, что мы делаем теперь? Мы берем зелень и нарезаем. У нас тут немножко таракот, немножко майданос. То есть петрушка и укроп. Зелень мы сейчас мелко порубим. С зеленью разобрались. Ее пока откладываем. Все помыли, приготовили. Берем наш второй специально подготовленный творог, соль, зелень и добавляем пол столовой ложки соли в творог. Зелень туда же. Перемешиваем это все дело. Кстати, наши предки использовали творог из овечьего молока и из козьего молока. Из козьего я бы, наверное, не рискнул сейчас пробовать. Довольно специфический аромат все-таки у этого творога будет. Но вот наши предки использовали именно творог с козьего молока. Все, начинка у нас готова. Тесто у нас отдыхает, дожидается своего времени. И мы тоже минут 10 подождем, пока тесто у нас придет в себя. Потом мы его раскатаем на колбаску, нарежем, приготовим формы, раскатаем небольшие яимы и будем наполнять наши конверты, будем делать наши дёртки с кен. Итак, подождали положенное время. Достаем наше тесто. Надо посыпать его мукой, если оно не слушается или прилипло. И также посыпать мукой нашу доску, на которой мы будем его нарезать, раскатывать и формировать наши мини-яимы. Формируем вот такую колбасу. Кстати, я слышал, не то чтобы от лингвиста, но от одного интересного человека, что колбаса – это вообще-то крымско-татарское слово, если вы не поняли. Оно формируется из двух слов «кол-баса», то есть рука набивает. Я не знаю, можно ли доверять такому предположению. У нас любят иногда придумывать какие-то такие вещи интересные. Но почему бы и нет. Формируем колбасу и из нее уже нарезаем, как это правильно сказать, кусочки для порции. Вот так вот. Вот это да. Вот это то слово, которое надо было. Еще немножко. Раскатываем его. И отрезаем 1, 2, 3, 4, 6. Давайте 6 кусков. 3 таких и 3 сяких. 3 сладких и 3 соленых с зеленью. Нет, что-то у меня больше пошло. Давайте, один будет побольше. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Вот такова судьба гуманитария, досла. Просыпаем их немножечко мукой. Берем один из них. Так, чтобы они не слипались. Их пока откладываем в сторону. Берем один и из него формируем небольшую лепешечку, яимчик. Так. И раскатываем его. Давайте так, мы пока все наши порционные кусочки сложим отдельно в другую посуду и накроем их, чтобы они не заветрились. И будем спокойно раскатывать себе наш тот самый необходимый нам яим.
Так, хорошо. Немножечко еще муки. В принципе, здесь то же самое, что если бы вы делали янта или чеберек. Раскатывайте по тому размеру, который вам привычнее, который вы любите. Главное, чтобы у вас получился такой аппетитный по размеру конвертик, чтобы его можно было не один раз куснуть, и он закончился, а чтобы можно было насладиться сполна. Так, ну, получилось у нас что-то нужного размера, но не очень нужной формы. Так или иначе, давайте покажем вам, что делать дальше. Например, берем сладкую нашу начинку, кладем ее где-то посередине, вот сюда. Текс. И формируем из этого всего некое подобие конверта, что ли. Складываем раз, складываем два, три, четыре. Вот такой вот у нас конвертик получился, такая лепешечка. Смотрите, Достлар, здесь уже есть начинка, поэтому мы его сейчас сразу отправимся готовить. А потом по такому же принципу вы формируете все остальные блюда. Здесь все очень просто, так же, как и с чебереком. Масло, сковорода – это все, что нам нужно. Наливаем масло побольше, чтобы он в масле плавал, наш дёрт-кесме. Так, ну что, как проверять? Иногда скалкой проверяют. Вот так опускают в масло, и если масло начинает вокруг скалки шипеть, оклава, то масло то, что нужно. Ну вот мы можем по легкому треску определить, что масло почти готово у нас, поэтому будем отправлять наш дёрт-кесме в масло жариться. Только-только начал подрумяниваться наш дёрт-кесме. Так вот мы на него взглянули. Симпатичный он сейчас уже, румяненький. Ожидаем еще несколько минут и будем доставать его. Сразу говорю, приготовьте для этого блюда сливочное масло. Приготовьте рядом, поставьте себе ваш любимый хошав, если это сладкое, если это сладкий вариант. Бал, например, орехи, тоже излюбленное лакомство наше крымско-татарское. А если это соленый вариант, ну нарвите с грядки, если у вас, конечно, есть, ароматный помидор. Красный. Это просто аромат лета. Давайте будем переворачивать наш дёрт-кесме. О, какая красота! Посмотрите, какая приятная румяная корочка у нас получилась. Итак, Достлар подрумянился и со второй стороны наш дёрт-кескен. Давайте на нее посмотрим. Послушайте еще. Ох, какая корочка, Достлар. Итак, вот такой вот у нас замечательный дёрт-кесме получился. Сейчас мы приготовим все остальные и вернемся к вам на пробу этого замечательного блюда. Ну что, все готово. 6 штучек, как и обещали. Вот под этим полотенчиком. Мана, Достлар. У меня в голове воспоминания из детства, честно признаюсь. Когда я бегаю на улице, воображаю, что я Одиссей или еще что-то, а мне кричат: «Алим, на обед!» Или там «Алим, кушать!» Но еще слишком рано, между обедом, между утром. И вот меня звали на вот такие замечательные дёрт-кесме, дёрт-кескен, дёрт-коше, как вам угодно. Будем пробовать. И знаете что? Я вот себе подготовил вот здесь нож, вилку, но я хочу руками. Это вообще многие наши блюда надо есть руками. Я не знаю, кстати, это сладкий или соленый. Давайте попробуем.
Это соленый. С зеленью. Очень вкусное тесто получилось. Начинка в меру соленая. И этот аромат зелени. Еще укушу. Мне очень нравится. Такое чувство, что весна наступила. И вот уже скоро-скоро лето. Скоро каникулы летние. Скоро на ставок пойдем купаться. В футбол будем играть по вечерам. Все-таки еда может подарить уйму хороших, позитивных, теплых эмоций. Мы сделали сегодня обе версии. Мне попалась соленая. Но меня это не разочаровывает, потому что оба варианта, я уверен, невероятно вкусные. И я в который раз призываю вас, готовьте наши крымско-татарские блюда. Это очень просто, вкусно, полезно. С вами был Алим Аблаев, хром-татар Емек Лере, наш Татлы Олсын, в Корышкенте.